Какова дальнейшая судьба кинотеатра «Комсомолец» и по каким стандартам обязаны устанавливать лежачие полицейские? Об этом и многом другом расскажем прямо сейчас. В эфире новости на телеканале «Осетия». В студии Елена Черенкова. Здравствуйте. И коротко о главном. Уже «Гизель» практически полностью раздали. Порядка 100 семьям земли были предоставлены. Как распределяют земельные участки между многодетными семьями и сколько нужно денег на реконструкцию кинотеатра «Комсомолец»? Эти и другие темы сегодня министр госимущества и земельных отношений обсудил с представителями республиканских СМИ. Лежачие полицейские, не знаю, как по всей России, у нас в городе, если взять наш город, то лежачие полицейские довольно жесткие. Сбавь скорость, впереди лежачий полицейский. Мои коллеги разбирались, где и по каким стандартам устанавливают искусственные неровности. Чаще всего во Владикавказе они появляются в неустановленных местах и без разрешения. Завтра концерт. На сцене Остинского театра выступит оркестр народных инструментов под руководством Булата Газданова. Владикавказского зрителя ждут специальные гости. А сегодня коллектив провел генеральную репетицию. В 3 районах Северной Осетии ведут режим чрезвычайной ситуации. Несмотря на то, что в последнее время в республике проливные дожди, жара, которая стояла в начале лета, успела повлиять на сельскохозяйственные угодья. Более 77 тысяч гектаров посевов пострадали из-за засухи. Об этом заявил первый вице-премьер Харбек Сабаткоев на заседании правительства республики. Хуже всего ситуация в Моздокском районе. Там повреждено более 52 гектаров посевов. В Кировском 17 тысяч, а в Правобережном 7 тысяч гектаров. Особое внимание на заседании уделили празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Готовиться к этому начали уже сейчас. Собравшиеся утвердили план праздничных мероприятий. Во Владикавказе и в каждом районе республики планируют провести парады, шествия, концерты и спектакли. Особое внимание уделят ветеранам войны. На контроле Кабмина и благоустройство памятников, обелисков и мест захоронения павших героев Великой Отечественной войны. Еще одна тема заседания – вопросы занятости населения. Профильный комитет отчитался о своей работе за прошлый год. По словам представителей ведомства, уровень безработицы в республике к началу 2019 года сократился. Комитет активно взаимодействует с предприятиями и учебными заведениями Северной Осетии. По словам Альбины Плаевой, подход к обучению кадров был в корне изменен. Если до недавнего времени желание гражданина при выборе направления подготовки было единственным критерием, то сейчас, кроме этого, мы анализируем базу вакансий, находим возможности потенциального трудоустройства по вновь приобретенной специальности. И можно сказать, что в целях экономии и повышения эффективности расходования государственных средств профобучение приобретает качество целевой подготовки. По такому принципу были обучены проводники пассажирского вагона для российских железных дорог, промышленные альпинисты, 20 бухгалтеров, 25 частных охранников, повара, машинисты автокрана, автогрейдеры, сварщики, швеи и многие другие. Почти 2000 детей сейчас находятся в организациях отдыха и оздоровления. Об этом сегодня заявила заместитель министра труда и соцразвития республики Анжела Мамаева. Совещание провела заместитель председателя правительства Ирина Азимова. По словам представителей профильного министерства, еще более 14 тысяч человек проводят каникулы в пришкольных лагерях. Перевозят отдыхающих на автобусах, которые соответствуют всем требованиям. В целях безопасности перед выездом их проверяют. Кроме того, во всех оздоровительных лагерях питание составляет по рекомендациям врачей-диетологов. В рамках летней кампании организованы профильные тематические смены и потоки и различные воспитательные программы. Все это, чтобы развивать творческие способности детей. На сегодняшний день налажено оперативное взаимодействие и информационный отдел между субъектами республиканской системы детского оздоровительного отдыха, заинтересованными органами и организациями, структурами, органами местного самоуправления, уполномоченными надзорными структурами по всем основным аспектам организации отдыха и оздоровления детей.
На вопросы журналистов сегодня ответил министр государственного имущества и земельных отношений Руслан Тидеев. Представителей республиканских СМИ интересовала судьба кинотеатра «Комсомолец», вопрос выделения пастбищ для выпаса домашнего скота. Отдельно затронули тему предоставления многодетным семьям земельных участков. Министр рассказал, для этих целей определили сразу несколько участков. Обо всем подробнее в материале моей коллеги Карины Гигалаевой. Выделение земельных участков министр госимущества и земельных отношений Руслан Тидеев называет одной из приоритетных задач. В первую очередь это касается многодетных семей. В этом году земельные участки общей площадью 8 гектаров определили в селении Дзуарикау и Гизель. Уже Гизель практически полностью раздали. Порядка 100 семьям земли были предоставлены. Следующим этапом, это, наверное, скорее всего, в этом месяце мы начнем уже предоставлять земельные участки вот как раз на 8 гектарах. Еще 43 гектара выделили в селении Нижняя Саниба. Из них 13 для многодетных семей из пригородного района. Остальные 30 гектаров из Владикавказа. Это около 300 участков. А еще журналисты подняли вопрос нехватки пастбищных земель. По их словам, часто жители сел жалуются на то, что земель просто нет. Руслан Тидеев отметил, проблему решают. Прокомментировал руководитель министерства и ситуацию с обманутыми дольщиками. И глава республики им тогда пообещал, что их вопрос он обязательно решит. В закон республики, в наш 17-й закон об особенностях регулирования земельных отношений, мы внесли как раз изменения в части того, чтобы предоставить без проведения аукционов, без торгов, вот именно обманутым дольщикам земельные участки. Сформировали земельный участок также в селении Гизель, и по 12 соток вот как раз вот этой категории граждан были предоставлены земли. По словам Руслана Тидеева, эти земли уже пригодны для комфортного проживания. Развита инфраструктура, есть газ и водоснабжение. Говорили журналисты и об объектах культурного наследия. По словам министра, около 100 миллионов рублей необходимо для восстановления здания кинотеатра «Комсомолец» на проспекте Мира. По словам Руслана Тидеева, здание разрушается. 2017 год. Майские вот эти наши ураганы снесли крышу. Потом в 2018 году также вот ветер снес еще там какие-то части крыши. На сегодняшний день, чтобы туда вкладывать деньги, ну извините меня, 100 миллионов рублей, да мы лучше эти деньги направим на реализацию программы «Молодой семье доступное жилье», либо нашим многодетным, которые мы сегодня не можем обеспечить инфраструктурой. Объект рушится. Через определенное время от нашего объекта культ наследия ничего не останется, он рухнет. Я вам правда говорю. И жалко. Более того, второй этаж, если вы знаете, что там второй этаж, это там проживают люди. Что там делать? По его словам, здание старейшего кинотеатра выставляли на аукцион, но покупателей так и не нашли. При этом с помощью республиканского бюджета удалось погасить задолженность кинотеатра в размере свыше 1 миллиона рублей. Если мы еще запустим его, то через банкротство этот объект уйдет за гроши. Вот никто на это смотреть даже не будет. Вот правда говорю, если будет какой-то инвестор потенциальный, дайте его, мы с ним будем вести диалог. Говорили и о других объектах. Это художественные мастерские, бывшие объекты завода «Электроцинк», районы и парки. А еще кадастровая стоимость, льготные арендные ставки и многое другое. Все вопросы на контроле у министерства. Хетак Плиев, Карина Гигалаева, Александр Каджаев. Новости Осетии. Полную версию открытого правительства с министром госимущества и земельных отношений Русланом Тидеевым смотрите на нашем канале в среду в 19 часов. Во всем мире обсуждают ситуацию с высказыванием ведущего одного из телеканалов Грузии в адрес президента России Владимира Путина. 7 июля ведущий итоговой еженедельной программы «Постскриптум» на телеканале «Рустави-2» Георгий Габуня в эфире использовал нецензурные выражения. Помимо этого он оскорбил память покойных родителей президента России. Грузинский телеканал «Рустави-2» отстранил от работы ведущего. Об этом сообщается на сайте телеканала. Ситуацию прокомментировали представители власти, отреагировали на нее и в общественном движении «Наша Осетия». Там собрали подписи, призвали не поддаваться на провокации. Свою позицию озвучил сенатор от Северной Осетии в Совете Федерации Арсен Фадзаев. Также инцидент прокомментировал председатель Комитета печати и массовых коммуникаций Республики Юрий Федаров. Оскорбить, извините меня, усопших в такой грязной форме, это просто вообще, мы же все понимаем, что это невозможно нигде. На этой земле, на этой планете до такого, вот на моей я прожил уже не так уж мало лет,
Такого не было никогда. За такое всегда отвечают. На дорогах Владикавказа уже долгие годы существует проблема. Искусственные неровности, или как их называют в народе лежачие полицейские, на многих улицах не соответствуют ГОСТу. Жители устанавливают их вблизи своих домов без разрешения и без соблюдения норм и правил. Мы решили выяснить, кто следит за появлением новых лежачих полицейских, какова процедура их установки и где они обязаны быть. Подробности в материале Сабины Гатаговой. Помогают или мешают движению лежачие полицейские в городе? У жителей мнения по этому поводу разные, но большинство водителей признаются, они чаще доставляют неудобства. А главная проблема, еще и могут повредить автомобиль. Мы вышли на улицы города и пообщались с автовладельцами. Лежачие полицейские вообще не соответствуют ГОСТу. Лежачие полицейские в очень ужасном состоянии. Как сказать, разбей ходовую машину называется. Вот как-то сделаны неправильно, и машина как бы не проезжает, а пропрыгивает, как сказать. Лежачие полицейские, не знаю, как по всей России, у нас в городе, если взять наш город, то лежачие полицейские довольно жесткие. А все потому, что большинство из них установлены не по ГОСТу, несмотря на то, что стандарты в России существуют с 2008 года. Искусственные неровности должны соответствовать определенным требованиям. Их размеры определяются ограничением скорости. Например, если на участке дороги разрешенная скорость 40 км в час, то его высота должна составлять 15 сантиметров, а длина 4 метра. Для искусственных неровностей в законе определены места, где должны их устанавливать. В первую очередь вблизи школ, детских садов и поликлиник. Они могут еще устраиваться на перекрестках нерегулируемых светофором для того, чтобы опять снизить скорость автотранспорта. И по исследованиям, если есть какой-то участок дороги, где высокая аварийность, чтобы снизить скорость и тем самым, естественно, снизить аварийность. А где они должны быть, решают в госавтоинспекции. Они уже устраняют недостатки или выносят предписания на демонтаж незаконно установленных неровностей. Органы госавтоинспекции осуществляют ежедневный надзор за дорожным движением, и в том числе за теми же самыми искусственными неровностями, соответствуют ли они требованиям ГОСТам. Если есть такие случаи, что неровности не соответствуют требованиям, выносится представление или предписание об устранении этих недостатков. То есть неровность демонтируется, либо устраняются недостатки на месте. Существует порядок установки лежачих полицейских и по обращениям жителей города. Этот вопрос курирует администрация местного самоуправления. После обращения горожан они рассматривают, есть ли в этом потребность. В случае одобрения лежачий полицейский устанавливают в соответствии с нормами и вносят в единый реестр искусственных неровностей и дорожных знаков. Сабина Гатагова, Александр Левченко. Новости Осетии. Лучшим выпускникам Северо-Осетинского госуниверситета вручили красные дипломы. Торжественная церемония прошла в концертном зале СОГУ. Для выпускников вуза организовали праздничный концерт. Выступил эстрадный оркестр Кима Суанова. Выпускников поздравили председатель парламента Алексей Мачнев, председатель правительства Таймураз Тускаев и председатель арбитражного суда республики Зелим Джоев. В этом году на отличную учебу закончили 279 человек. Среди них и бакалавры, магистры и специалисты. Всего Северо-Осетинский госуниверситет выпустил более 1000 студентов. Как только я поступила на первый курс, я сразу поставила себе цель закончить университет на красный диплом. Сессию я старалась сдавать на отлично, но не всегда это получалось, конечно. Активно участвовала в общественной жизни университета, в «Студ весне», в «Зеленом яблоке», выиграла на первом курсе КВН. За 4 года мои заслуги наградили. Регистрация на первую смену Северокавказского молодежного форума завершена, но есть возможность подать заявку и зарегистрировать свой проект на второй и третий поток. Напомним, вторая смена посвящена решению социальных проблем и межнациональным отношениям. К участию в ней ждут журналистов, медиаблогеров, представителей творческих профессий. Регистрация на нее продлится до 12 июля. Третья смена пройдет под лозунгом «Я лидер» и по традиции станет площадкой для открытого диалога между молодежью и представителями власти и бизнеса. На нее можно подать заявку до 17 июля. Напомним, Машук проводят уже в 10-й раз за время его работы. Приняли участие около 20 тысяч человек. В этом году ожидают 3000 участников не только с Северного Кавказа, но и с других регионов страны. Пройдет форум с 9 по 30 августа в Пятигорске.
В Северной Осетии теперь будет 2 футбольных клуба. Главной командой станет Алания Владикавказ и будет выступать во 2-м дивизионе. Об этом заявил министр физической культуры и спорта республики Владимир Габулов на пресс-конференции с журналистами. Также на встречу стало известно, что футбольные клубы будет спонсировать бизнесмен Даниил Гуриев. Именно он и станет единственным собственником. Футбольный клуб «Спартак» Владикавказ тоже будет выступать во 2-м дивизионе. О лицензировании сразу 2 клубов заявили в Российском футбольном союзе. По словам министра Владимира Габулова, наличие 2-й команды позволит выпускникам детско-юношеских школ повышать свое мастерство и набираться опыта. Завтра в 18:30 в Остинском театре состоится грандиозный концерт оркестра народных инструментов под руководством легендарного Булата Газданова. На одной сцене выступят народные артисты Северной Осетии. Будут и приглашенные гости. Это солисты Московского театра «Геликом Опера». Увидеть это, конечно, нужно вживую. А пока мои коллеги расскажут, как готовились к грандиозному концерту. Играем. 29 музыкальных произведений. В программе не только знаменитые народные, но и давно забытые из архивов. Практически все на остинском языке, и у каждого произведения свое настроение. В советское время в Осетии написали сотни музыкальных произведений, но со временем многие забываются, делятся артисты. Более того, народные и фольклорные композиции тоже уже не на слуху. Музыканты говорят, остинские песни уникальны и не только своей мелодичностью, но и сюжетами. Все наши песни, они очень лиричные, они все о любви в основном. 99% это песни о любви, о юношеской любви. Я думаю, мы хотели затронуть сердца тоже того времени людей, кто родился в советское время, кто помнит эти песни. Хотим просто сделать приятное людям, хотим, чтобы они почувствовали себя молодыми, окунулись в то прошлое, которое им было дорого. Цель концерта не только напомнить их взрослому поколению, но и рассказать молодому о несправедливо забытом осетинском наследии. Программу тщательно выбирали. Исполнят композиции Христофора Плеева, Георгия Гуржибекова, Мурата Басиева и многих других знаменитых авторов Осетии. То, что песни будут исполнять именно на осетинском языке, момент принципиальный. Музыка – это такой инструмент, который, скажем так, снимает оборону какую-то и проникает в самое сердце человеку. Я считаю, что мы к своему народу обращаемся, и я не скажу громкие слова, что пытаемся его разбудить, нет, просто показываем, что в вашем языке много красивого, его стоит любить, его стоит ценить, и не стоит его забывать и переставать на нем говорить. В музыкальном вечере примут участие народные артисты республики Жанна Габуева, Эдуард Дауров, Марина Хутугова, а еще лауреаты международных конкурсов, солисты Московского музыкального театра «Геликон Опера» Шота Чибиров и Замбулат Дулаев. Артисты делятся, выступать на таком концерте для них большое удовольствие. Я в этом оркестре работаю уже не 1 десяток лет, и поэтому каждый концерт для меня это праздник. Это не так часто уже бывают наши концерты, но когда они бывают, мы все с большим удовольствием и с большим вдохновением работаем на этих концертах. Идея такого вечера осетинской песни появилась давно. Организаторы рассказывают, хотелось не только показать композиции осетинских авторов, но и познакомить зрителя с молодыми артистами из Осетии, которые уже покоряют мир. Дирижер Национального государственного оркестра имени Булата Газданова Тенгиз Кумаритов делится. В планах проводить такие концерты чаще. Более того, вести и новый формат. В планах у меня сделать на будущий год вообще сольные концерты отдельно для каждого из солистов и вот молодых наших вот этих певцов и наших собственных солистов, вокалистов оркестра. Каждый, если все пойдет по плану, хотелось бы каждый месяц сделать или каждые 2 месяца там по сольному концерту, именно посвященному, так сказать, одному отдельному взятому певцу. Последние репетиции заканчиваются, и уже завтра зритель сможет услышать любимые музыкальные композиции и, возможно, открыть для себя совершенно новые. Алана Томаева, Игорь Войцеховский. Новости Осетии.
В это воскресенье в филиале Мариинского театра в Северной Осетии закроют второй сезон. Симфонический оркестр под управлением заслуженного артиста республики Заурбека Гукаева выступит в концертном зале филиала. В программе предстоящего вечера прозвучат произведения композитора эпохи позднего романтизма и представителя немецкого экспрессионизма Рихарда Штрауса. Солисты – лауреат международных конкурсов Вячеслав Карташов и солистка Академии молодых оперных певцов Мариинского театра Мария Баянкина. Певица, ставшая уже любимицей осетинской публики, постоянная участница концертных программ Международного фестиваля искусств в гостях у Ларисы Гергиевой и концертов на сцене филиала Мариинского театра в Северной Осетии. На этом моя часть выпуска завершена. Передаю слово своему коллеге из осетинской редакции Феликсу Бритаеву. Феликс, добрый вечер. Бужныглена хабар табира шасалдерсон нартака фанешанканзнан. Жагам горзаштонел уараши актуристы шахи атих коттой. Ода ардоны шардыбашташта уже максаманаркоды коттой уйдарун разурзыштым. Узанманам уажагдар шид Ираней. Сызыкушта ойнын ватсаган яхадак хождар разурзан. Банкал макашут салдар минуты.